Кости мамонтов должны стать полезными ископаемыми. Юридически такой законопроект разработали якутские парламентарии и уже внесли в Госдуму. По мнению депутатов, это поможет сохранить доисторическое богатство региона и навести порядок в добыче и продаже останков мамонта. Сейчас те, кто занимается этим бизнесом, как убедился Даниил Горчаков, фактически работают нелегально. Самый драгоценный материал – бивень мамонта. Народный умелец из Якутии с говорящей фамилией Мамонтов демонстрирует лучший кусок бивня, что удалось достать его мастерской. По качеству этот образец оценивается как 4-й, самый низкий класс. Лучшие бивни доисторических слонов полулегальным и откровенно черными способами уходят за границу. В последнее время мамонтову кость уже очень полюбили коллекционеры из Китая. Так уходят наши драгоценные материалы. А нам достается это 2-й сорт, 3-й сорт, 4-й сорт и остальные шафа остаются. Драгоценные кости каждый теплый сезон вымывает из оттаившей якутской тундры. Еще недавно на территории Якутии действовала республиканская монополия на право добывать и торговать бивнями мамонтов. Но лоббисты из числа крупных компаний, которые контролируют этот бизнес, добились отмены местных законов. Теперь лицензии на право сбора так называемых коллекционных образцов кости есть только у перекупщиков. А население якутских улусов занимается сбором бивней мамонтов фактически на свой страх и риск незаконно. Наша. Где взяли? Документы есть у вас? Документы есть. Покажите. Чтобы спасти запасы доисторических бивней от варварского разграбления, а заодно сделать бизнес простых собирателей древности из северной глубинки легальным, парламентарии от Якутии внесли в Государственную Думу России законопроект. Они предлагают приравнять останки мамонтов к минеральному сырью. Как уверяют разработчики, эта мера позволит вывести из тени бизнес на мамонтовой кости и даже спасет африканских слонов. Сейчас их активно истребляют ради ценных бивней, хотя аналоги слоновой кости в буквальном смысле слова валяются под ногами жителей Якутии. Поэтому она имеет не только местечковое значение, она имеет глобальное значение, этот законопроект. Первое – это вот то, что мамонтовые бивни, второе – это слоновая кость. Так? Поэтому, если бы это все было поставлено на нормальное русло и рынок, значит, был бы отрегулирован, тогда бы меньше стали забивать этих бедных слонов. Правда, пока проблема африканских слонов не очень волнует большинство народных избранников. Похоже, что законопроект представителей Якутии в Думе отложили в долгий ящик. А это значит, что доисторические кости у жителей арктических сел по-прежнему за копейки будут скупать перекупщики с сомнительными разрешениями. А лучшие образцы бивни будут скорее попадать контрабандистам, чем в мастерскую якутского костореза Мамонтова. Даниил Горчаков, Алексей Сахно, 5 канал. Это вся информация. Прямо сейчас новая серия детектива «Оса». Особая следственная аналитика. Она называется «Дуплет». А сразу после в рубрике «Легенды нашего кино» детектив «Тайна черных дроздов». Оставайтесь на 5.